Как бессменный президент республики Эмомали Рахмон превратил управление страной в семейный бизнес? Почему таджики массово уезжают из страны? И во что сегодня превратилась азиатская Швейцария? Контроль цен на рынках, повышение пенсий и поддержка малоимущих. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о чем таджикистанцы просят Эмомали Рахмона. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. 5 лет назад в таджикском календаре появилась новая дата – День президента, который ежегодно отмечается 16 ноября. Хотя дата носит общий характер, но ассоциируется исключительно с действующим президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. А дело в том, что именно 16 ноября 1992 года Эмомали Рахмон был избран председателем Верховного Совета Таджикистана, а затем президентом Таджикистана, и занимает этот пост последние 29 лет. Больше нищета и один из самых коррумпированных диктаторов на просторах СНГ. Одни считают эту дату еще одним примером культа личности, другие говорят, что это дань заслугам Рахмона. Встречи президента с населением страны, то есть с его избирателями, организуются в каждую поездку по регионам, но не у всех есть возможность попасть на такие встречи, хотя у людей много вопросов к главе государства. А если представить, что Эмомали Рахмон сегодня бы прошелся по улицам столицы среди народа, о чем бы вы его спросили? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Многие из таджиков на улицах Душанбе говорят, что если бы они встретились со своим президентом прямо сейчас, они бы спросили о контроле над ценами на рынках, мизерных пенсиях, утечке кадров, помощи малоимущим семьям и привлечении квалифицированных специалистов на отечественные должности. А вот перечень того, что чаще всего хотят попросить у президента. Если есть возможность, то взять контроль над ценами на рынках. Другие говорят, что поблагодарили бы его за все. Также хотелось бы, чтобы на ответственные должности назначались квалифицированные молодые специалисты, которые способствовали бы развитию экономики страны, обеспечить молодые перспективные кадры, хорошие зарплаты, чтобы они не убегали за рубеж. Некоторым даже не верится, что такие вопросы могут быть донесены до президента, но их беспокоят высокие цены на все. Больно видеть бедных, которые на каждом шагу просят о помощи. У некоторых даже нет никаких поводов для обращения. Для них самое главное, чтобы Таджикистан процветал. Что еще надо? Некоторые видят дороги, автомобили и представляют, что они живут как в Америке. Некоторые желают здоровья и долголетия. Но не у всех такие радужные пожелания. Некоторые говорят, что с каждым днем все тяжелее жить. Стоит просто посмотреть на цены. Нужно как-то следить за всем этим. Пенсии низкие, условия жизни тяжелые. Все дети с внуками живут с родителями в одном доме. Работы нет. Что делать, непонятно. В Центральной Азии, помимо президента Таджикистана, День президента отмечают и в Казахстане. Это дата была установлена в 2011 году в честь Нурсултана Назарбаева и его победы на выборах 1 декабря 1991 года. В этот день в городах Казахстана помимо праздничных мероприятий проходят демонстрации и акции протеста. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии, что бы вы сказали президенту. И как вы думаете, он достойный глава нации? Будем ждать ваших комментариев. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!